января приехал автомобиль, и с этого момента зимой я ездил без гаража, без Наташи, просто поставил, как бы сказать, теплый пол, грубо говоря, да, машину, и в розетку 220. И всю зиму так минус 50, просто заходил в машину, включал печку и ехал. То есть... Всем привет! Настало лето у нас в Якутии. И как и все, нам надо менять литье, резину на лето переводить. И в итоге у нас получается то, что я не знал до этого вообще, там сверловка, там что-то такое, там какие-то ЖЖ, там ширина диска, ничего не знал. Сейчас я знаю. У лифа идет, получается, 16 на 55 205 родное, но я решил поставить на 215 ширина диска, 55 высотой и 17 диаметр диска. И получится, что у меня машина повысится на 3 сантиметра примерно. Итого я хочу узнать еще про вес. То есть у меня стоят обычные литые диски, да, которые с Японии пришли с колпаками. Я их взвешу, сколько они весят. Взвешу, сколько весит зимняя резина. Именно на 17 50-ка. 50-ка стоит. Пойдемте. Получается, здесь у нас на 50 стоит, да? Я сюда поставлю лето на 55. И вес сейчас замерим. Вес диска составляет 17 700. Это у нас с резиной. Я взвешу сейчас его без резины. Без резины я его взвешу. Посмотрим, сколько она весит, просто 17-шка. И те взвешу, сколько они получаются. И пробег мы должны тоже узнать. Сколько он весит, этот 8400 килограммов. Так, сейчас весим, которая стояла зимние на 16, 205-ки. Посмотрим, сколько они весят на штамповках. Ну, 17 700. Так, теперь летние взвесим на 17. $17 600 700. В общем, на килограмм станет тяжелее и радиус увеличится. Посмотрим, насколько, попробуем замерить расход. Но я думаю, визуально-то она куда больше. Но я достиг того, что хотел. Я сделал клиренс побольше, потому что я всегда почти что задеваю что-нибудь у нас в городе. Вот разница между шинами, колесами, да. Справа это летняя буду ставить сейчас, она шире. Причем так визуально намного. А эти у нас 215 стоят, а эти у нас с левой стороны 205. Ах да, забыл сказать, когда будете колеса себе брать, тут вылет на ET40, да, у нас стоят. Здесь на ET40 и здесь на таких дисках тоже написано ET40, да, вот она, ET40. Но на передние диски они не встали, то есть они встать-то стали, но начали тереть очень сильно об суппорт. То есть я вот этого никак не ждал, что суппорт может мешаться. То есть по ET40 и там ET40, и все-таки начали тереть очень сильно. Вот видите, да, протерло. Поэтому я вот попробую поставить вот такие вот проставочки. Не знаю, правильно или неправильно это. Просто поставлю их сюда и затяну обычными болтами, все как обычно. Когда я просто так поставил, да, без на 5 миллиметров проставки сначала поставил, то у меня болт не полностью закрутился. Это было, не знаю, это не очень правильно. Лучше на 2 миллиметра чуть дальше пройдет болт.
Такие вот проставки стоят, мы купили за 800 рублей 4 штуки. То есть назад будем ставить и вперед. Ну, надеюсь, эти 3 миллиметра помогут, чтобы не задевать этот суппорт. Очень опасно, как оказалось. Сразу всего лишь 3 метра проехал и так вот протерлось не очень хорошо. Ладно. Так, в общем, задевало об этот суппорт. Сейчас вроде как будто бы не задевает. Да, вроде нет. Что-то терет, но, по-моему, это тормозные диски. Так что лифоводы, знаете, что 3 миллиметра, возможно, вам тоже понадобится такая проставочка. Болты вот настолько залезли. Так, все, поставили колеса. Только единственное, пока что времени нету, чтобы проставки поставить назад. Назад пока не буду ставить, потому что времени пока нету. Но по ощущениям сейчас машина стала явно выше. По шинным калькуляторам смотрел, там на 1,8 сантиметра она станет выше, клиренс. А по ощущениям сейчас прямо вообще как, ну я не знаю, выше, короче, стало. Как-то поприятнее стало ездить. Но единственное, мне такое ощущение, что немножко добавился шум из-за того, что ширина профиля 215, а было 205 на все сезонки, а это лето. Думал, будет помягче, но у меня накачано сейчас 2,5. Мне интересно, кто как качает. На тех зимних всесезонке стояла, ну, замерил, показала 2,1, что в принципе, наверное, нормально, но было чуть-чуть помягче. Сейчас она немножко, ну, звук по звуку, ощущение пожестче. И да, за лето, вот за неделю, да, за 2 недели еще упал сох на 68 стало. Было 69, сейчас стало 68% соха. Но мы вчера проехали на тех всесезонных также 130 километров. И также показала, что 10% еще осталось. Ага. То есть фактически также у нас все осталось. Единственное, что я ехал очень медленно, потому что недозаряжен был, но примерно вот 140 километров она проезжает, как ни крути. Получается то, что вот этот вот клиренс, то, что я добивался изначально, я победил. 2, 3.